Внимание не на время, а на качество. В Кыргызстане открылось новое текстильное предприятие. Здесь выпускают ткани для внутреннего рынка и на экспорт. Сырье и красители используют только натуральные. В этом убедилась и Жайнагуль Раймкулова. Натуральные хлопковые нити – самое современное оборудование. С первого дня это текстильное предприятие работает на полную мощность. В Кыргызстане такие машины впервые, поэтому поначалу сложно было. А сейчас все идет слаженно. Пока выпускаем один вид ткани, но скоро ассортимент расширится. Позади десятки мастер-классов от турецких технологов. Они специально приехали в Кыргызстан, чтобы обучить персонал. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, потому что важна каждая мелочь. Местные мастера быстро учатся, и нет никаких проблем с дисциплиной. В собственной лаборатории проверяют качество тканей и готовят натуральные краски. Специалисты говорят, впервые в стране стал возможен запуск полного цикла производства трикотажных вещей. От изготовления материала до пошива одежды. Сейчас мы выпускаем 200 тонн материала в месяц. Четверть из этого идет в местные швейные цеха. Остальное все на экспорт. Завод построили за счет льготного кредита от Кыргызско-Российского фонда развития. На эти деньги возвели здание, закупили оборудование, оснастили лабораторию. Вот то, что вы сегодня видите, это 7,5 миллионов. Второй этап 9 миллионов. И третий этап это будет 25 миллионов. Это уже будет направлено на выращивание хлопка. То есть возобновить выращивание хлопка здесь на территории Кыргызской республики. Специалисты уверены, благодаря этому в Кыргызстане смогут выпускать в 3 раза больше продукции и продавать ее не только на территории ЕАЭС, но и в странах дальнего зарубежья. Жайнагуль Раймкулова, Марлен Маматканов, Мир 24. Благодаря открытию текстильного завода рабочие места получили 130 человек.